Я жил в разных странах, и я знаю, что в мире нет стран без проблем. У каждой страны есть свои проблемы. Вот какая главная проблема в нашей стране, как я ее вижу? Вот зададим себе простой вопрос. За эти годы чего было больше всего построено в стране? Больше всего было построено торговых центров, базаров, ресторанов и мечетей. Что это означает? Это означает, что наш человек хочет быстро что-нибудь заработать, спустить это на той, потом пойти и поблагодарить за это Аллаха. Как так произошло? Мы долго жили под лозунгом «Вначале экономика, а потом политика». Сейчас как бы что-то меняется, вначале у нас теперь политика, а потом экономика. На мой взгляд, прежде всего должна быть культура, все остальное уже потом. Вы понимаете? Ибо нельзя допускать бескультурного человека ни к большой политике, ни к большой экономике. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда ведет к тяжелым последствиям. Между тем, о чем бы мы ни говорили, везде присутствует культура. Вот послушайте сами, вот, финансовая культура, социальная культура, политическая культура, физическая культура, массовая культура, культура дискуссии, культура спорта. То есть культура пронизывает все сферы человеческой жизни. Говоря о культуре, я не имею в виду ножики справа, а вилки слева. Я говорю о том, про нравственный минимум, который мы должны соблюдать. Мы должны соблюдать какую-то гигиеническую малость. Ведь что такое борьба с коррупцией? Это борьба с бескультурием, с безнравственностью. Человек, который вырос на правильных книгах и правильных акцентах в семейном воспитании, не посмеет шельвовать на тендерах, заниматься насилием, Айманайт Петтой ужасные вещи рассказывает, подлогом, совать взятки. Такой человек не будет царить вокруг себя ни мусором, ни словами, ни грязными идеями. Нас ждут трагические последствия, если мы не осознаем, что отдельной человеческой жизни и целого государства является совесть основой. Разбуженная совесть – самый грандиозный источник человеческой энергии. А совесть разбудить может только культура в союзе с просвещением и образованием. И тут не нужно подходить однобоко. Образование само по себе – вещь даже опасная. Оно всегда должно быть в прочной связке с культурой. Без культуры образования нельзя рассматривать. Посмотрите, сейчас вокруг полно образованных проходимцев. Каков портрет сегодняшнего успешного человека? Это умный, богатый, образованный и безнравственный, то есть бескультурный, то есть состоятельный плебей. В стране сегодня не осталось духовных лидеров, столпов культуры, не осталось мостов, которые бы соединяли берега. Вопросы культуры сегодня тесно переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности. В современном мире не природные ресурсы, не армия и не вооружение определяют будущее страны, а наука и искусство. За эти годы произошли 3 школьных выпусков. Одно хуже другого в качественном плане. Современный школьник полностью погружен в цифровой мир. Он не в состоянии сконцентрироваться, у него фрагментарное мышление. Он не может внятно рассуждать, потому что живет в виртуальном мире. Он не может прожить без своего мобильника и пары часов. Потеря телефона для него – это катастрофа. Глобальная сеть может быть помощником, но в данном случае сеть стала врагом. Здесь мы наблюдаем парадоксальную вещь – страшный разрыв между прогрессом технологий и убожеством их наполнений. Культурный человек может ставить фильтры и выбирать из этой массы информации, что ему нужно, а современный молодой человек беззащитен перед этим потоком, который обрушивается на него всей своей массой.